Сильное землетрясение произошло сегодня в городе Айкол в провинции Аксу Восточного Туркестана, оккупированном Китаем. Толчки ощущались в Восточном Туркестане и Кыргызстане, и в основном в Казахстане и Таджикистане. Однако строгий цифровой контроль в Восточном Туркестане затрудняет получение полезной информации из региона. Агентство геологической службы США объявило, что землетрясение магнитудой 7 произошло 22 января в 21:09 по турецкому времени. Эпицентр землетрясения был первоначально описан как Кызылсуский район Кыргызстана, но позже был изменен на город Айкол, связанный с 3 турфанскими районами Аксуской области Восточного Туркестана. Землетрясение сильно ощущалось в Казахстане, Таджикистане, Восточном Туркестане и Кыргызстане. Граждане, находящиеся в эпицентре землетрясения, поделились своей паникой в социальных сетях. Многие люди в панике выбегали на улицы. Однако строгий цифровой контроль в Восточном Туркестане затрудняет получение полезной информации. Абдуджилил Каракаш, глава культурного и информационного центра Восточного Туркестана, базирующегося в Германии, выразил соболезнования жителям региона, пострадавшего от землетрясения, и пожелал, чтобы ущерб был сведен к минимуму. Каракаш подчеркнул, что из-за жесткого контроля со стороны Китая трудно получить информацию из региона, и призвал к международной помощи Восточному Туркестану, где миллионы людей содержатся в концлагерях. Он заявил, что они ожидают поддержки со всего мира, чтобы можно было правильно оценить инцидент и доставить экстренную помощь. Китай лоббирует незападные страны в преддверии заседания универсального механизма периодического обзора, который состоится в Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека и на котором будет рассмотрен его отчет о нарушениях прав человека в Китае. Согласно дипломатам, работающим в Женевском офисе ООН и полученным документам, Пекин столкнется с вопросами и критикой на встрече из-за своих действий в Гонконге и Восточном Туркестане. 4 дипломата, чьи имена не разглашаются, заявили, что китайская миссия ООН в Женеве направила записки послам незападных стран до того, как регистрация страны была представлена в Совете ООН по правам человека. Правительство Австралии приняло решение отменить золотую визу, которая предусматривает предоставление статуса постоянного жителя лицам с инвестициями более $3 миллионов. С 2012 года в стране были выданы тысячи виз для крупных инвесторов в рамках указанной программы. Однако 85% этих виз были предоставлены заявителям из Китая. В понедельник, 22 января, министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, которая выступила с заявлением в этой связи, сказала: «Ясно, что эта виза годами не приносила того, что нужно нашей стране и нашей экономике». Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в прямом эфире связался с первым турецким астронавтом, летчиком-авиатором, полковником Аль-Гезеровачи. Гезеровачи проинформировал Эрдогана о работе на Международной космической станции. Эрдоган задал Гезеровачи вопрос о его недавнем состоянии и экспериментах в космосе. Американский миллиардер Илон Маск, обвиняемый в разжигании антисемитской и расовой ненависти через платформу X, посетил нацистский концлагерь Освенцим-Биркенау в Польше. Визит последовал за призывами некоторых еврейских священнослужителей увидеть символ Холокоста своими глазами. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан заявил, что нормализация отношений с Израилем невозможна без решения палестинского вопроса. Повторяя свою критику израильских нападений в Газе, министр сказал: «Мы видим, что израильтяне пытаются сломить гражданское население Газы. Это абсолютно неприемлемо, и с этим нужно покончить».